Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Основные темы этого выпуска. Управляющие компании отчитались о подготовке к отопительному сезону. Тепло пришло почти во все многоквартирные дома столицы, кроме одного. Продолжается работа по обновлению парка машин скорой помощи и закупке школьных автобусов. В Якутии должно поступить 69 таких автомобилей. Оленья упряжь и уникальные произведения косторезного искусства – это лишь малая часть представленных экспонатов на открывшейся выставке «Булунский улус. Вершина Арктики». В столице республики почти все управляющие компании отчитались о проведенной подготовке к отопительному сезону. По состоянию на утро четверга отопление включили в 99% многоквартирных домов столицы. Остается только один дом на Можайского, 19/1. Там ведутся работы по капитальному ремонту. При проведении пробного запуска произошли многочисленные течи. В течение дня планируется повторный запуск. Среди социальных учреждений без тепла остаются 3 объекта. Это детский сад в селе Табага, колледж культуры, а также стоматологическая клиника на Свердлова. Хочу попросить жителей нашего города отнестись с пониманием к запуску тепла. У нас получается вот ежегодная эта ситуация, да, у нас переходный период идет, плюс-минус градус, да. Из-за этого у нас получается в системе отопления домов у нас идет нарушение работы, циркуляции в системе отопления, да. Поэтому в таких случаях я прошу обращаться в управляющую компанию. Также вы можете обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска по номеру 34229. Уровень воды поднимается на реке Лена. На участке Хатын-Тумул-Кангаласы в пределах Алекминского и центральных районов наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью от 10 до 50 сантиметров за сутки. Ожидается формирование максимума дождевого паводка на участке Хатын-Тумул-Санаяхтах. На остальных участках реки продолжается спад уровня воды. К другим темам. На сегодняшний день в республике в 357 местах организовано досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях. Досрочное голосование завершается сегодня. Чаще всего дорога к избирателям проходит по труднопроходимым местностям в условиях бездорожья. Так добирались в течение дня и ночи члены участковой комиссии Алекминского улуса до своих избирателей. Для многих селян это знакомая картина. Продолжается закупка машин скорой помощи и школьных автобусов. В ближайшее время во все регионы России поступит почти 6 тысяч таких автомобилей. В Якутию поступит 51 школьный автобус и 18 автомобилей скорой помощи. Вся техника, направляемая в республику, будет в северном утепленном исполнении. Все новые автомобили российского производства. Поставку машин и автобусов до конечных потребителей в субъектах Федерации обеспечит Минпромторг России. В июле на эти цели из резервного фонда было выделено более 15 миллиардов рублей на 2021 год. Первая цифровая и последняя бумажная в стране. Через месяц, 15 октября, начнется основной этап всероссийской переписи населения. В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Якутии перепись уже идет. К таким в республике относится 301 населенный пункт. В них проживает более 126 тысяч человек. В половине из них перепись уже проведена, остальных предстоит охватить за оставшиеся дни сентября, сообщили в Саха-Якутия-Стате. 3 территории Якутии относятся к отдаленным труднодоступным территориям, куда в основной срок переписи в октябре и ноябре невозможно добраться никаким транспортом, поэтому оно проводится в другие сроки. Так, например, севера наши прошли перепись в апреле, далее был июль, август, и вот сейчас большая часть труднодоступных территорий проходит перепись сейчас в сентябре. Например, Хангаласский район, хоть он и находится недалеко от центра республики, от Якутска, но тем не менее половина его части относится к труднодоступным территориям, поскольку находится за рекой. И в октябре-ноябре мы туда не доберемся никак.
Возле детской школы искусств в городе Нерюнгри появились новые тротуары. Ранее родители, чьи дети посещают школу, обратились в администрацию с жалобой, что для детей нет подхода к учреждению, и попросили сделать тротуарную дорожку. Их просьбу исполнили, деньги были выделены из городского бюджета. Подрядчик в кратчайшие сроки закончил благоустройство придворовой территории, и теперь путь в детскую школу искусств стал безопаснее и удобнее как для детей, так и для педагогов. В конце августа возле ДШИ, детской школы искусств, начались работы по укладке тротуара. В первую очередь это безопасность детей, потому что раньше они ходили вдоль проезжей части, и подход к школе не был, и он просто отсутствовал. На данный момент есть тротуар с бордюрами, и мы надеемся, что в ближайшее время, в следующем году, нам сделают и дорогу, удобный подъезд к школе. Первый самозанятый якутянин получил займ от Фонда развития предпринимательства Якутии. Житель Якутска занимается доставкой воды на водовозке и планирует расширять бизнес. Вместе с этим генеральный директор фонда Петр Максимов рассказал, как и кто может получить кредит на весьма заманчивых условиях. Фонд предоставляет займы во всех сферах деятельности, в которых зарегистрированы самозанятые. Они могут получить суду от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом процентная ставка варьируется от 4 до 8%. На этот год в фонд заложено около 20 миллионов рублей, получить которые могут все самозанятые, подавшие заявку. Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней с момента ее регистрации. В каком состоянии автопоезд следует к месту стоянки, возвращаясь с Верхнемунского месторождения? Имеются ли неисправности, требуется ли шиномонтаж? На эти вопросы мастер отдела эксплуатации горно-транспортного комплекса сейчас знает ответы заранее. В Удачнинском ГОК внедрили новую динамическую модель определения статуса автопоездов. Что это дает и как она работает, смотрите в сюжете далее. Предварительно автопоезд исправен, готов к следующему рейсу. Понятно, принято. Автопоезд заканчивает рейс и направляется к площадке пит-стоп. Всю информацию о состоянии автопоезда мастер узнает заранее от водителя по рации. Если автопоезд исправен, мастер определяет водителя-сменщика и направляет его на площадку пит-стоп. При заезде на площадку механики отдела технического контроля проводят осмотр и обслуживание автосамосвала, тем самым сокращая время подготовки автопоезда к следующему рейсу. При выявлении неисправности Центр сервисного обслуживания моментально узнает о статусе автопоезда и приступает к устранению неполадок. Мы уходим в данном случае от этих лишних передвижений, лишних перемещений и запаздывания информации. То есть вся информация у нас, как правило, терялась на переговорах, на телефонах, на диспетчерских сводках и так далее. Сейчас есть полноценный инструмент, который полностью экономит это время и снижает нагрузку как на мастера эксплуатации, на механика АТК и на механика ЦСО. То есть у него вся информация на одном листе, на одном экране. Он может видеть, отображать и принимать соответствующие решения в рамках своей функциональной деятельности. Убрать рабочее место в кабине, очистить зеркала заднего вида и лобовое стекло от пыли и грязи. Ранее у водителя на эту подготовку уходило 45 минут. Разработанная стандартная операционная процедура четко определяет действия каждого из 3 участников пит-стопа. Время сократилось в 3 раза. Автомобиль мне моет принимающая смена. Моя задача – прибрать рабочее место в кабине, чтобы следующая смена поехала, не дышала пылью. Пока водители приводят в порядок автопоезд для дальнейшего рейса, механики осматривают техническое состояние автопоезда. Мелкий ремонт и вообще полностью ремонт сейчас ЦСО делает, а водитель только сейчас управляет автопоездом. И больше мы ничего ремонтом не занимаемся вообще. Бывало и с мелочи выходило и в крупный ремонт. Сейчас всем занимается ЦСО. Предполагаемая экономия времени при использовании динамической модели в настоящее время 30 минут. Это время теперь автопоезд будет находиться в пути. К концу года этот показатель увеличится до 45 минут. Ожидается, что объем грузоперевозок по всему автопарку вырастет до 30 тысяч тонн горной массы в месяц. Ксения Журавлева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край».
В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Булунский улус. Вершина Арктики». Выставка проходит в рамках проекта, посвященного столетию со дня образования Якутской АССР. На выставке представлена богатая коллекция традиционной одежды оленеводов, оленья упряжь и уникальные произведения косторезного искусства. Также можно увидеть школьную парту, за которой учился заслуженный тренер по вольной борьбе Якутской АССР и СССР Дмитрий Петрович Коркин. Ну и многие другие экспонаты. Выставка будет работать до 15 октября. В этом году, в феврале месяце, вышел документальный фильм «Вечная память народа». Продюсер фильма Елена Баишева, режиссер Захарова Сардана. Каждый посетитель, кликнув на QR-код, может увидеть этот уникальный фильм «Воспоминания переселенцев Чурапчинского района». Бронзовая призерка Степанида Артахинова и участница Паралимпийских игр Анастасия Диадорова сегодня прибыли в Якутск. Спортсменок встретили родные и близкие, Министерство по физической культуре и спорту, Ассоциация физкультуры и спорта инвалидов в республике. Степанида Артахинова – заслуженная мастер, бронзовый призер 14-х и 16-х Паралимпийских игр. На днях в свой день рождения получила в Кремле медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Следом за Степанидой прилетела Анастасия Диадорова, которая заняла 5-е место в заплыве на 100 метров на спине среди женщин. Спортсменок тепло встретили болельщики. Ну, конечно, я была очень удивлена и было очень приятно. И мне вручили подарок, так, ну, передал. Там. А что за подарок? Был платок, да. Для себя очень удовлетворена результатами. Конечно, очень обидно, что все эти 9 лет прошли, можно сказать, даром, потому что мне не удалось отобраться в финал. Но когда не закрыл цель, есть такое неудовлетворение именно от этого. Но я очень довольна, что игры состоялись, и огромное спасибо японцам за то, что они сделали этот праздник для нас. Сегодня встречали не только спортсменов, отдохнувшие и загорелые. В Якутск вернулись 39 маленьких жителей, пострадавшего от лесных пожаров села Бяськёль. Отдохнули дети в международном детском центре «Артек», расположенный в городе Ялта на южном берегу Крыма, куда сопровождал их директор школы. Напомним, после пожара глава Якутии Айсен Николаев попросил президента страны Владимира Путина помочь в отправке детей в лагеря. Смена длилась 21 день. За это время они посетили различные кружки дополнительного образования и психологические тренинги. Купались в море, загорали на солнце, занимались спортом и, конечно же, обзавелись друзьями со всего мира. По словам сопровождающего, ребята сполна смогли почувствовать настоящую артековскую смену со всей ее отрядной деятельностью. Отдыхали вот в самом лучшем в мире, так сказать, да, лагере в Международном детском центре «Артек». Очень тепло встретили, насыщенная программа совсем, времени у детей не было. И мы вот ждали детей в Симферополе, и совсем вот связи, контакта с детьми не было даже. Итак, общее впечатление у детей вообще хорошее. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.